Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху алейсалям. Аллахумма ашрах ли садри ва яссир ли амри ва ахлил уқдатам мин лисани яфқаху қавли. Аллахумма аллимна ма янфауна ва анфa'на бима алламтана ва зидна илма. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. После этого мы начинаем и продолжаем наши уроки из книги «Недуги сердца». Мы дошли до темы. Тема у нас была глава 4 «Страсть». Случайный взгляд. Об этом мы говорили о взгляде. О взгляде мы разбирали. До этого мы объясняли вам. И сейчас продолжение этой темы. Глава 4 «Страсть». Тема была «Случайный теперь взгляд». Джарир бин Абдулла, радийаллаху анху, передает, что я спросил посланника, саллаллаху салям, о случайном взгляде, он сказал. И он велел мне отводить взор. Хадис приводится в Муслиме. Сахih Муслим, сборник это. Имеется в виду тот случай, когда взор попадает на постороннюю женщину, случайно, неумышленно. Такой взгляд не является греховным. То есть первый взгляд твой, как говорится. Однако человек обязан сразу же отвести глаза. Если же он продолжит смотреть, то ему запишется как грех это действие. Ибн Бурайда передает от своего отца, радийаллаху ан, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Али, о Али, он сказал, не смотри раз за разом, ибо поистине первый случайный взгляд дозволен тебе, но больше смотреть ты не имеешь права. Приводится хадис это Абу Даудом, также Тирмизи приводится этот хадис. То есть не повторяй случайный взгляд и не смотри снова на то, что увидел случайно, поскольку первый взгляд был случайным. И это не грех. Если же ты посмотришь снова, то сделаешь это уже сознательно и умышленно по собственному выбору. Из-за этих слов можно понять несостоятельность мнения тех, кто утверждает, мол, если посмотрел случайно, то дозволено смотреть, пока не моргнешь. Нет, это неправильно. Всевышний Аллах сказал в Коране, в переводе, конечно, скажите мне, если Аллах отнимет ваш слух и ваше зрение и запечатает ваши сердца, какое божество, кроме Аллаха, вернет вам все это? Посмотри, как мы разъясняем знамения, однако они все еще отворачиваются. Сура называется у нас Ан'ам, 46 аят. Зрение – милость Господа, и рабу Аллаха следует бояться, что Аллах лишит его зрения за его ослушание и грехи. Отказ смотреть на запретное приносит человеку много пользы. Ниже приводятся некоторые примеры. Первое. Исполнение веления Господа, что приносит верующему счастье и награду. Это первое. Второе. Защита сердца от отравленных стрел Иблиса. Третье. Стремление к Аллаху, умиротворение в сердце и ощущение близости к Нему. Тот, кто позволяет себе смотреть на запретное, не чувствует этого, потому что сердце его разрывается и мучается, и он не может наполнить его умиротворением и любовью к Аллаху. Четвертое теперь. Укрепление сердца и внушение ему радости. А когда человек смотрит на запретное, сердце его напротив наполняется слабостью и печалью. Четвертое, смотрите внимательно. Укрепление сердца и внушение ему радости бывает, если ты приостанавливаешься от запретного взгляда, харамного взгляда, не смотреть на харам. А когда человек смотрит на запретное, что бывает? Сердце его напротив наполняется слабостью и печалью. Пятое теперь, если ты приостанавливаешься, как у нас была тема до этого, случайный взгляд. Пятое, свет, озаряющий сердце бывает, если ты не смотришь на харам. Понял, да? Харамные вещи видеть. А когда человек смотрит на запретное, его сердце наполняется чем? Мраком. Если ты смотришь на нур, на Коран и Сунну, у тебя сердце наполняется чем? Светом. А если на харам смотришь, твое сердце наполняется чем? Мраком. Ты сейчас смотришь на халяль или харам? Халяль. Нур там или нет? Нур, да?
Нур имеется в виду на Коран и Сунну. Это Медина. Город Медина. 6. Проницательность. Способность видеть вещи в истинном свете и отличать истину от лжи. Что бывает, если ты оставляешь харам? Проницательность. Ты будешь видеть проницательным. Способность видеть вещи в истинном свете, отличать истину от лжи, что очень помогает человеку в его взаимодействиях с людьми. Отказ смотреть на запретные помогает верующему принимать правильные решения и занимать правильную позицию. Понимаете? Нур у тебя? Да, это перепись. 7. Смелость, стойкость и бесстрашие. Что бывает, если ты оставляешь запретный взгляд? 7. Смелость, стойкость, бесстрашие. Видишь, что делает сохранение взора от харама? Всевышний Аллах дарует такому человеку власть проницательности и убедительности, а также силу и способность осуществлять задуманное. А сколько бывает трусов не могут осуществлять задуманное? 8 теперь. Препятствие на пути шайтана. Понял, да? Ты сбиваешь шайтана, дьявол хотел тебя сбить, а тут ты делаешь препятствие дьяволу. Препятствие на пути шайтана. Ведь взор – главная дверь, через которую шайтан подбирается к человеческому сердцу. Через взор шайтан подбирается, через взор сердцу подбирается, через твои глаза. Освобождение сердца, 9 теперь. Освобождение сердца из чего? Сердце для праведных дел от харама ты освобождаешь. Если ты освобождаешь от харама свое сердце для праведных дел, благих мыслей, потому что мужчина мыслями, которыми заняты женщинами, а рассудок затуманен страстью, вряд ли окажется способным размышлять над аятами Корана или понять глубокий смысл хадиса посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Как поймет он рассуждение факихов, ученых, пребывая в таком состоянии греховном? И как он будет размышлять о сотворении земли и небес, если у него взгляд заполнен запретным? 10 теперь. Если ты оставляешь запретный взгляд, праведность сердца становится у человека. Взор неразрывно связан с сердцем. Взор неразрывно связан с сердцем. И они регулируют на действие друг друга. Представляешь? Сердце, глаза друг на друга регулируют. Если одно из них благое и праведное, то и второе будет таким же. Глаза, если праведные, сердце праведное будет. Если сердце у человека праведное, и глаза тоже будут только смотреть на праведное. И так дальше, то и второе будет таким же. А если одно скверное и нечестивое, то и другое будет таким же. И если верующий смотрит на благо, то и сердце его будет праведным. А если он смотрит на скверное, то и сердце его будет нечестивым. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, гарантируйте, сказал, что говорит нам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, гарантируйте мне 6 вещей, он сказал, и я гарантирую вам рай. Адман лакум джанна, он сказал, и я вам гарантирую вам рай. За 6 вещей. Будьте, первый он сказал, правдивыми. Правдивость это сидк. Будьте правдивыми, когда говорите. Исполняйте данное обещание вафа своими друзьями, своими родителями, своим общением с человеком. Ты дал обещание, исполняй, пожалуйста, это обещание. Возвращайте доверенные вам. Аману доверили, возвращай. Оберегайте ваши половые органы от запретного, от харама. Потупляйте взоры. Представляете? Удерживайте ваши руки. Это 6. Потуплять взор это что? По нашей теме 5 это. Удерживать ваши руки. Не бейте, как говорится, харамным путем нельзя бить. Харамный путь, ММА, бокс, харам бить. Заниматься этим харам. Научиться можно боксу? Научиться можно. Но бить по лицу нельзя человека. Так дальше от запретных деяний. Хадис приводит имам Ахмадом. 3 теперь. Подавление скверных мыслей
Иншаллах, вопросы можно после урока задавать. Подавление скверных мыслей делает чего, если ты бережешь свой взор? Поистине скверные мысли делают сердце больным. И если раб Аллаха начинает потакать им и следовать за ними, туда, куда они увлекают его, то они приобретают все более ясные очертания и превращается сначала в оформленную мысль, потом в настоящее, то есть настойчивое желание, и, наконец, в твердое решительное намерение. И все заканчивается тем, что человек делает шаг к осуществлению этого намерения и совершает запретное. Это в хадисе посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, приводится, иншаллах приведем по ходу. Поэтому следует остерегаться подобного и не давать скверным мыслям власти над собой. Скверные мысли приходят через глаза тоже. Контролировать такие спонтанно возникающие мысли очень сложно. Однако и зло, и благо начинается с таких мыслей. Мысль, а потом понемногу зло. И так дальше, если оттолкнуть нечестивую мысль и первое же мгновение, то ты сможешь сохранить самообладание и не потерять контроль над своими чувствами. Если же мысли эти одолеют тебя, то после этого они будут неуклонно подталкивать тебя к краю гибельной пропасти. Понимаешь? То есть, понимаете? Спонтанно возникающие мысли атакуют сердце человека. До тех пор, пока оно не начнет впитывать их. Шейхуль Ислам что сказал? Сердца являются подобие губкам. Своему ученику он сказал. Сердца подобие губкам. То есть смотри, он сказал, не будь как губка, а будь как стекло. Стекло изучаешь ты. Если на стекло попала капля, ты изучаешь. Халяль, харам, наджас, не наджас. А губка все проглатывает. И некоторые сердца такими являются. Если твое сердце не является как стекло, изучающее, харам изучил и опроверг этот харам. Куфр изучил и опроверг этот куфр. Если не на таком уровне сердца, лучше не трогать, лучше не приближаться ни к хараму, ни к куфру. Просим Аллаха стойкости нашим сердцам. Спонтанно возникающие мысли атакуют сердце до тех пор, пока оно не начнет впитывать их. А когда это произойдет, они превращаются в пустые мечтания. Просто-напросто зря он время потерял. Сидит и мечтает. Зачем? Займись делом. Так подобно миражу это получается. Мирадж. Подобный Марьеву в пустыне сказано. Коране, сура Свет, 39 аяте. Который жаждущий принимает за воду. Он думает, что это вода, однако это не вода. Жаждущий представляет то, что он желает. Как во сне бывает сон. Сон бывает 3 вида. Один из видов сна. Жаждущий увидел во сне очень много реки, как будто он пьет эту реку. Родниковая вода, чистая вода, столько много реки. А он уснул, оказывается, наелся столько много соли. Или, скажем, соленого. И он увидел то, что хотел выпить хорошенько воды. И так дальше, аяте говорится, подобно Марьеву в пустыне, который жаждущий принимает за воду. Когда он подходит к нему, то ничего не находит, он находит вблизи себя Аллаха, который воздает ему сполна по его счету. Аллах скоро в расчете, сказано, сура Свет, сура Нур, 39 аяте. А 35 аяте в этом сурате, сура 24, Коране, сурату Нур, рассказывает Аллах в 35 аяте о свете Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах сказал в Коране, что Он является свет. И сура названа свет тоже. Ан-Нур. Так дальше, наихудший из людей тот, кто удовольствовался устными ложными мечтаниями и наслаждается ими, потому что они капитал обанкротившегося и бездеятельного человека. Мечты – это что получается? Бездеятельного человека. Обанкротившегося человека – это мечты. Так дальше. Нет ничего вреднее для человека, потому что мечтание это приносит с собой слабость, лень. Не сиди, не мечтай, двигайся. Харака барака, говорит арабы, аль-харака барака. Движение дает благословение. Движение чего делает? Благословение.
Двигайся. Зикр делай, тасбих делай, хоть руки двигай. На пальцах можно тасбих сделать. Потому что мечтание это приносит с собой слабость, лень и небрежность. Когда человек увлекается скверными мыслями, он впадает в запретное. И недуг этот может вылечить только одним способом – изгнать из сердца эту скверну посредством искреннего покаяния. Не теряй время. Зачем терять время? Если бы человек сравнил наслаждение, которое приносит грех, с наслаждением, которое приносит целомудрие и воздержание от греха, и если бы он сравнил наслаждение, которое приносит грех, с наслаждением, которое приносит силы и победы над врагом, и если бы он сравнил наслаждение, которое приносит грех, с наслаждением, которое приносит сопротивление шайтану, унижение его посредством неподчинения ему шайтану, он выбрал бы то, что становится причиной праведности, внешней и внутренней, и делает человека по-настоящему благим. Зная, что у души бывают мысли от милостивого, мысли от шайтана и мысли от самого себя, то есть от себя самой. Душа побуждает к дурному. Аллах в Коране говорит об этом. У нас есть маленькая такая лекция во время Рамадана. Прошлого мы делали, про душу мы рассказывали. Про душу. То есть 3 вида души. Амаратум бису, как сказано, да? Повелевает душа плохим. Душа побуждает к дурному. Об этом и говорится. И в любой практике предшествует теория. И невозможно поверить в то, что человек способен осуществить какое-то действие на практике, не предварив его мыслью в данном действии и намерением осуществить его. Действию непременно предшествует представление и мысли. Чем раньше приняться из-за исправления и лечения, тем легче справиться с пагубой. Если у тебя мало грехов, тебе легче будет исправиться, если ты раскаешься. Когда много-много, трудно бывает человеку раскаяться. Поэтому нужно быстро каяться от своих грехов. Чем раньше приняться за исправление и лечение, тоубой, покаянием, тем легче справиться с пагубной своей душой. И чем раньше спохватываться человек, тем меньше сил уходит у него на борьбу со своим нафсом, душой. Человек не может умертвить. Представь, твоя душа тебя же губит. Если ты делаешь то, что любит душа, ты губишь себя. Человек не может умертвить свои мысли, потому что они неконтролируемы и атакуют человека вне зависимости от его воли. Представь, его мысли, его же атакуют, его же давят. Шайтан пытался внушить скверные мысли. Шайтан что делает? Разукрашивает всего лишь, призывает только, а ты выбираешь между добром и злом. Итак, шайтан пытался внушить скверные мысли о Всевышнем Аллахе с подвижником. Абу Хурайра, ради Аллаху анху, передает, люди из числа сподвижников пророка, саллаллаху алейхи, пришли к нему и сказали, даже сподвижники, видите, даже сподвижники, поистине мы порой обнаружим в душах своих то, о чем не решаемся даже упоминать, даже говорить об этом вслух, боялись они, сподвижники. Пророк, саллаллаху алейхи, им приходил шайтан, хотел их сбить. Но они подошли к пророку, саллаллаху алейхи, и попросили, вопрос спрашивают, как быть? Они боятся упоминать это вслух. Пророк, саллаллаху алейхи, спросил, вы действительно ощущаете это? Имеется в виду нарушение шайтана. Они ответили, да. Сподвижники, рядом с пророком они были, саллаллаху алейхи. Он сказал, это явная вера. У тебя вера, значит, из-за веры они тебя атакуют. А ты что должен сказать, как в другом хадисе сказано, а'удhu билляхи минаш шайтанир раджим. Больше прочитай фаляк иннас. Еще больше не уходит шайтан. Читай суратуль Бакара. Убежит он просто-напросто. Читай азан. Так дальше это хадис приводится имам Муслимом в сборнике. Абдулла бин Аббас, ради Аллаху ан, говорит, передает, что один человек пришел к пророку, саллаллаху алейхи, и сказал, о посланник Аллаха, поистине один из нас обнаруживает в душе своей нечто такое, что ему легче сгореть дотла. Чем заговорить об этом, боится говорить вслух. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сказал, Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик. 3 раза. Хвала Аллаху. На арабском Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Альхамдулилля. Который свел
козни шайтана к его наущениям. Обратно. Абу Дауд хадис приводит в своем сборнике. То есть, хвала Аллаху за то, что шайтан не смог добиться от вас ничего, не сломал он вас. Кроме этих спонтанно возникающих мыслей. Они их не практиковали, эти мысли. Понял, да? Понимаете вы? То есть, мысль приходит, но ты не должен допустить это. К убеждению и действию ты не должен допустить эти мысли шайтана. Итак, и не смог сделать ничего, кроме этих наущений этот шайтан, которым вы питаете отвращение. А это отвращение свидетельство явной веры. Если у тебя веры не было бы, ты не боролся бы против него. А если у человека веры нету, тогда он сдается шайтану, дьяволу. Со спонтанно возникающими скверными мыслями необходимо бороться. Как борется? Минимально аузу билляхи минаш шайтанир раджим. Максимально фалак иннас. Аят аль-Курси. Сурат аль-Бакара. Максимально дальше идем. Дальше учишь знания. Знания ислама, единобожия. Знания ислама учишь. Как убеждаться правильно об Аллахе, о 6 столпах имана. Как поклоняться, как вести между людьми себя. Это цивилизация исламская, 3 основах строится. Связь с Аллахом, связь с людьми, связь с природой еще. Исламская цивилизация. Если ты узнаешь ислам должным образом, убеждением, поклонением и отношением, а отношениях касается, вообще отношения между людьми, самые большие аяты, много хадисов пришло насчет отношений, муамалят, отношений между людьми, чем поклонениях. Понимаете? Дальше, со спонтанно возникающими скверными мыслями необходимо бороться. А как бороться? Учиться, потом практиковать. Поняли, да? Эти виды поклонений. Как же быть мусульманином, которого одолевают подобные мысли? Во-первых, попросить у Аллаха защиты от проклятого шайтана, истиаза, как мы сказали. Во-вторых, стараться заменить мысли чем? Ты должен заменить мысли. Харамом? Нет. Внушаемый шайтаном благими мыслями. Ты почитай побольше о созданиях Аллаха, о природе, животном мире. Размышляй. Размышляй над аятами Корана, над хадисом посланника, саллаллаху саллям. Размышляй, если ты можешь, конечно, читать, изучать. И так дальше, благими мыслями, подходящими для верующего, потому что мышление человека подобно мельничным жерновам. Маленькие, да? Они все равно будут молоть. И кто положит под них зерно, оно же работает все равно, тот получит муку, а кто положит песок и солому, тот получит соответствующий результат. Что положишь, то и получишь. Ниже приводятся примеры благих мыслей, помогающих гнать прочь скверные мысли, внушаемые шайтаном. Размышления о величии Аллаха, первое то, что мы сказали. Размышления о величии Всевышнего Аллаха и о сотворении небес и земли. Второе, шариатское знание Коран и Сунна, как мы сказали. Старайся понять, чего? Коран и Сунна. Размышляй над Кораном и Сунной. Это одно из самых полезных занятий для человека. Многие ученые не находят времени для запретного, потому что мозг их все время занят шариатским знанием и решением проблем мусульман. Поняли, да? Или решение проблем мусульман они не решают, или заняты знаниями, или преподаваниями. Понимаете? Поэтому мозг у них более свободный бывает от харама. Третье. Размышление о мире вечном. О ахирате думай. И о ужасах судного дня. О смерти тоже думай. Могиле думай. В водоеме пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, думай, как схемы судного дня у нас. Также подумай заступничество пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Заступничество пророков, праведников. Взял ли ты в себе, друзья, праведников? Взял ли ты путь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы потом не раскаяться? Будут за тебя заступаться ангел или нет? Допустим, ты взял себе собаку. Ангелы же не заходят тебе, ангелы милости. Ангелы-хранители рядом с тобой тоже не будут. Если у тебя висят картины, живые существа, собака, ты лишаешься этих ангелов.
а ты хотел их не заступиться еще в судный день. Не будет, потому что он лишил себя этих благ. Дальше, в весах, допустим, весы будут в судный день. Сират, об этом думай. Сират над мостом ада, тоньше волоска, острее лезвие. Пройду ли я или нет? Я сохранял родственные отношения или нет? Я не должен делать отношения за то, что со мной поддерживают отношения с родственниками. Я должен сохранять родственные отношения. Я должен звонить, я должен говорить. А он как себя поведет там, это его дело. Мое дело, что завтра над Сиратом, когда буду проходить над мостом ада, амана и родство будет меня оберегать с двух сторон. Над Сиратом, когда буду проходить, Аллаху а'алям. Так дальше, рай и ади размышлять. Четвертое теперь. Мысли о дозволенных способах добывания хлеба. Размышляй. Иди и научись работать. Научись работать электриком, допустим. Может быть, плотником будешь работать. Может быть, другую работу. Размышляй. Добывание хлеба насущего, торговли, допустим, размышляй. Государственные службы размышляй. Инвестициях размышляй. Получай, как стать инвестором. Как быть. Вот, допустим, у тебя $100 или $1000. Как из него сделать теперь 2000? Как сделать 100 000? Размышляй. Как стать инвестором. Не потребителем, а инвестором. Дальше. А также посвящение свободного времени тому, что приносит человеку дозволенную пользу в этом мире. Об этом размышляй. Ибн Каим сказал, лучше всего тебе занимать мысли свои, если говорить об области знаний и представлений. Знанием о том, что знать обязательно. То есть обязательные знания ислама. О единобожии, о своих поклонениях необходимых, обязательных отношениях. И дальше фарду кифая, профессии ты должен знать какие-то. Что ты делаешь? Зачем ты тратишь время? И так дальше, и он тут говорит, знание о том, что знать обязательно. Это единобожие и его право, смерть и то, что будет после нее, вплоть до попадания в рай или в ад. Ты должен знать вот эту схему судного дня. Как мне попасть в рай? Как мне пройти через ад? Не попадая туда, не оставаясь в аду. Ты должен эти знания изучить, чтобы попасть в рай. Пророк Адам, алейхиссалам, вместе с пророками попадут в рай. Все. Наш путь за ними. Все. Нету налево-направо. Есть только один путь. Путь пророков, алейхиссалату вассалам. Области же знаний. Так дальше что он говорит? Это единобожие, его права, смерть, то, что будет после нее, вплоть до попадания в рай или в ад. А также скверные дела и пути избегания их. Ты должен понять, как нужно избегать тех заблуждений. Ты должен знать прямой путь. И также, чтобы не попасть в заблудший путь. Не делай из людей себе кумирами. Не поклоняйтесь кумирам, не поклоняйтесь людям. Не поклоняйтесь, как говорится, роскошь, не поклоняйтесь этому мирскому. Это все тленное. Поклоняйтесь одному Аллаху Субхану Ва Тааля. И так дальше. Области же знаний, то есть желание, стремление и намерение следует занимать себя стремлением к полезному для себя и отказываться от стремления к тому, в чем вред для тебя. Знающие говорят, когда человек стремится к вероломству и занимает им свои мысли и сердце, это приносит больше вреда, чем само вероломство, говорит Ибн Каим в книге Фавайди. И если все начинается со спонтанно возникшей мысли, которая превращается в желание, а потом и в твердое намерение совершить определенное действие, то это означает, что необходимо занимать себя чем-то полезным на каждом из названных этапов. И не только на этапе спонтанно возникшей мысли. Таким образом, мы должны принимать меры и на этом этапе, и на следующих. Просим Аллаха укрепить наши стопы на имане и исламе. Ибн Каим сказал, гони прочь внезапно пришедшую в голову скверную мысль. Потому что если ты этого не сделаешь, она превратится в страсть. Это наша тема как раз. Борись с ней, то есть этой страстью. Потому что если ты этого не сделаешь, она превратится в решимость и твердое намерение. Как сегодня сидят люди в телефонах. Зачем в телефонах сидеть? Почему мы взяли из телефона себе страсти? Зачем?
Телефоном можно пользоваться для пользы, для себя, для религии. Так дальше, борись с ней, потому что если ты этого не сделаешь, это превратится в решимость и твердое намерение. Если ты не окажешь им сопротивление, то они превратятся в действие. И если ты не противопоставишь ему ничего, то оно превратится в привычку, от которой тебе будет очень трудно отказаться. В книге Фаваид приводится это. И так дальше, он говорит, известно, что избавиться от спонтанно возникших мыслей легче, чем бороться с уже оформившимися мыслями. И что справиться с мыслями легче, чем с желаниями. И что справиться с желанием легче, чем противостоять скверному действию. То есть этапы, видите? Мысли, желание. Потом желание, которое приводит справиться с желаниями легче, чем справиться с скверными действиями. Действия высшие. Желание ниже, мысли ниже. Видите? Мысли, желание, действия. Итак, действие справиться труднее. И отказаться от совершения этого действия легче, чем потом стараться избавиться от вредной привычки. А если это станет привычкой, то это беда. Ты можешь спросить, на этом мы остановимся, может быть, сейчас посмотрим. Нет, сейчас заканчиваем уже тему. Закончим. Вера и твердая убежденность, тут доканчиваем. Ты можешь спросить, что же помогает гнать прочь наущение шайтана и воздерживаться от скверных мыслей? Ответ. Можно привести в качестве примера несколько действий, помогающих человеку в этом и взаимосвязанных. Первое это вера. Тебе поможет вера и твердая убежденность в том, что Господь знает мысли человека. Всевышний Аллах сказал в переводе, Он знает о предательском взгляде и о том, что скрывает в груди. Сура, прощающий, имеется в виду покаяние, 19 аят. И он сказал также в Коране, Аллах сказал, ему все равно известно тайное и скрытое. Сура Ага, 7 аят. Это если раб Аллаха стыдится того, что Аллах увидит его скверные мысли, он старается избавиться от них. Это очень важно и заслуживает внимания. Второе теперь. Первое это что было? Вера и твердая убежденность. Второе созерцание. Второе это созерцание. Я извиняюсь, у нас урок. Созерцание. Когда сердце твое атакует скверное наущение и непристойные мысли, посмотри и поразмышляй о величии Творца. Вспомни его имена и качества, мысленно перебери их, напоминая себе о том, что он великий и могущественный, одолевающий, суровый в наказании, величественный Всевышний. Третий – стыдливость, зная о том, что Аллах видит и знает наши мысли. Стесняйся его и отдаляйся от недостойных мыслей и скверных идей. Представь себе, что кто-то из твоих знакомых или друзей зайдет к тебе и застанет за совершением скверного дела, харама. Как ты будешь чувствовать себя? А Аллах больше заслуживает твоей стыдливости. Аллах больше заслуживает стыдливости. Четвертое. Возвеличивание Всевышнего Аллаха. Пятое. У тебя должно быть страх из-за этих мыслей, уронить себя перед Господом и потерять всякую ценность. Человек бывает теряет свою ценность, как мы видели, как себя ведут некоторые пьяницы, наркоманы. Шестое. Здравая ревность. Человек должен, некоторые думают, если он не наркоман, не алкаш, значит все нормально. Нет. Человек дальше должен быть лучше и лучше быть. Здравая ревность. Человек должен стараться не заполнять свое сердце ничем, кроме любви к Аллаху. Седьмое. Опасение того, что эти мысли разрастутся и поглотят остатки веры в сердце. Восьмое. Понимание того, что все эти внезапно возникающие мысли подобны зерну для птицы. Все чего? Эти мысли. Восьмое. Понимание того, ты должен понять сначала, что все эти внезапно возникающие мысли подобны зерну для птицы. Одно зерно. Шайтан разбрасывает эти зерна, чтобы человек подбирал их, и каждая такая мысль сила и ловушка для шайтана. Одна мысль. Девятое. Понимание того, что эти скверные мысли несовместимы с мыслями, которые порождает вера.
Это 9. 10. Понимание того, что мысли это безбрежный океан. Чего? Понимание. Понять ты должен. Вы должны понять о чем? Что мысли это безбрежный, то есть безбрежный, без берега океан. Плавающий, в котором непременно утонет. Тогда что нужно сделать? Контролировать себя. И так дальше будем, иншаллах, рассказывать на другом уроке, как бороться со страстью. У нас будет тема, иншаллах. Если у вас вопросы, спрашивайте.